Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Чего в жизни суждено добиться? Что сможете получить? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте на свой срок. Настраивайтесь, пожалуйста. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, обратите внимание на корень рисунка. Здесь у меня пара, мужчина и женщина. Они вместе, они счастливы, они живут одной семьей, да, в одном доме. Но женщина-то повыше будет, чем мужчина, да? На ступеньку выше, чем мужчина. Мужчина прям на ногах стоит, да, уперся в землю, а женщина парит на высоте. Очень классная картинка, особенно для женщин. Мужчины, дорогие, родные, простите, но здесь именно женское счастье. Вот в самом классическом его понимании. То есть любимый рядом, все хорошо, мы вместе, и мужчина женщину свою любит, уважает, превозносит. Девчонки, суждено вам этого добиться, суждено вам это в паре, в любви, в семье получить. Кто-то быстрее и легче это получит, да, вот прям готовенький такой мужчинка вам попадется, а кому-то из девчонок придется приложить усилия, либо вы уже прикладываете усилия для того, чтобы мужчину воспитать и воспитать его правильно, да, вот прям, чтобы женщина, как там говорят, шея, да, куда повернет, туда и мужчина голова посмотрит. Очень классная. Я за вас рада. Я кулачки держу за вас, мои хорошие. Вот будет 100%. Придете, вот в один прекрасный день будете сидеть, смотреть на своего любимого и понимать, а вы ведь живем хорошо, да, а мы ведь живем правильно, а ведь он-то ко мне прислушивается, да. Тем более, смотрите, как ваша позиция, она очень выгодная. Несмотря на то, что мужчина у вас очень неплохой, да, мужчина молодец, но вы-то с интуицией, вы-то с сознаниями, с умениями. Очень, кстати, практичная женщина, очень практичная. У вас ум такой необычный, вот он и острый, и гибкий. И вы знаете, вы везде подстроиться можете, вы везде можете адаптироваться. Если что-то прям совсем не подходит, так вы эту ситуацию перекрутите под себя, и все будет просто идеально. Вообще вы очень достойная женщина, очень достойная. Кстати, этого вы тоже добились, да? Но добились этого сами для себя. Дальше, мои хорошие. Для женщин, кто у меня учится, работает. Да, вот не на пенсии, а учится, работает. Смотрите, у вас здесь такой персонаж вышел, ну не очень приятный. Да? Это может быть какой-то лютый начальник, начальница, да, какой-то конкурент, конкурентка. Да, человек, который вам палки в колеса вставляет, либо делает вашу карьеру очень трудно исполнимой. Да? Человек вот злобствует, давит на вас, может быть, прессингует вас, там, обижает, опять же таки. Смотрите, вам по судьбе суждено этого человека обыграть и обойти. Причем здесь вот именно честный поединок идет по знаниям, по навыку, по умению, по способностям. Вы место этого начальника, начальницы, либо конкурента 100% займете. И займете по справедливости. Вот кто у вас самый противный начальник? Посмотрите на него и знайте, что придет ваш час, и вы займете его место, либо ее место, и будете очень хорошим начальником. Вот этого человека все не любят, а вас все будут любить и уважать. Вы этого сможете добиться. Вы такая женщина, да, вы такой человек. Вы прирожденный управленец, да, у вас есть и
такт, у вас есть и коммуникация, у вас дипломатия на высшем уровне. Вы все это знаете, умеете, и это ваша судьба. Занять роль лидера, да, начальника, главного управленца, топ-менеджера. Это ваше будущее. А у кого-то из девчонок, например, есть свой бизнес. И вы сейчас пытаетесь его развивать, раскручивать, да, прокачивать. Вы смотрите на своих там конкурентов, вы думаете: ох бы мне добиться, мои хорошие, добьетесь гораздо большего, добьетесь. У вас такая трудоспособность, вы такая ловкая, вы такая, не побоюсь этого слова, гиперактивная, либо когда вам надо, вы становитесь гиперактивной, вы гораздо круче будете, и бизнес у вас будет гораздо более успешнее и обширнее. Так что, мои милые, за вас я спокойна. Для женщин, кто уже на пенсии, кто уже свое, как говорится, отработал, кто занимается, например, своей жизнью, помощью детям, либо своим домашним хозяйством, вам по судьбе будет дан шанс тоже, знаете как, поделиться своими знаниями, либо занять какую-то социально важную работу, да, активность выполнять социально важную, то есть помогать другим людям. Может быть, это волонтерство, может быть, это работа в каких-то организациях, учреждениях, которые призваны помогать населению, просветлять население. Опять же, может быть, даже какая-то работа, либо занятость при церкви, да, при какой-то общине. Вам будут предлагать. У вас будет выбор, принимать либо отказаться. Если вы примете, вы принесете столько добра, вы стольким людям подарите улыбку, я не побоюсь даже слова счастье подарите. Если вы откажетесь, я вижу, что вам есть чем заняться, вас никто не осудит. Это лично ваш выбор. И вот как вы себя ощущаете, как вы чувствуете, да, стоит мне заниматься, не стоит, хочу ли я тратить на это свое драгоценное время, либо нет, это уже дело ваше. Но возможность у вас есть. Возможность возвыситься, возможность творить добро, помогать другим людям. Мне вообще идет, что вас будут звать, приглашать. Вот именно вас, да, за ваши какие-то особые качества, за ваши какие-то особые умения, за вашу персоналию. Да, придут и позовут. А вы уже будете решать, соглашаться либо отказываться. Так, для мужчин. Мужчин тут как-то немножко поскромнее показали, но тем не менее. У мужчин это профессионализм. То есть мужчина, я так понимаю, что что-то умеет делать, либо что-то знает, либо что-то мешает развиваться, либо кто-то мешает развиваться. Допустим, вы талантливый, пусть будет мастер, да, вы талантливый мастер, но живете в совсем уж маленьком городке, да, и вот среда не позволяет вам развиться, хотя вы добились уже прям максимального результата. У вас, я вижу, шанс все в жизни поменять. Какая-то дорога вас поманит, либо какой-то человек вас поманит каким-то предложением. Но опять же, вы будете думать и выбирать для себя. Без работы вы точно не останетесь. Работа у вас, я вижу, денежная, которая прокормит и вас, и ваших близких, да, не только семью, например, родственников, родителей. Вы можете заработать, вы зарабатываете. Да, конечно, хочется и титул иметь, и должность повыше, и, может быть, даже свое дело какое-то организовать. У вас именно идет предложение куда-то уехать, да, и на новом месте прям с нуля все начать. Либо с кем-то вместе скооперироваться и создать, например, какую-нибудь организацию, компанию, да, вместе работать на пару. Но это как возможность идет. Возможность. Опять же, мужчина будет тоже для себя сам решать, стоит ему это делать, либо не стоит. Единственное, что я вам могу сказать, для вас пути дороги все открыты. Что вам мешает, так это ваш... как помягче сказать, ладно. Вы простите меня, пожалуйста, мужчина, но я вижу, что у вас есть какие-то комплексы. Какой-то комплекс, да, один либо несколько комплексов, да, и вкупе это дает такой результат. Если вы себя немножечко прокачаете в этом плане, если вы себя в этом плане расслабите, если вы не будете бояться, допустим, неудач, да, вы не будете бояться рискнуть, то результаты будут просто умопомрачительными. Но опять же, все зависит от вас. Хотите
проработайте себя с психологом, либо лично проработайте, потренируйте себя, рискните, да, у вас все получится. Заставлять вас никто не будет, вам будут давать возможности, а выбирать вы уже будете сами для себя. Так, идем дальше. Здесь у меня выходит домик, не домик, квартирка, не квартирка, дачка, не дачка. Ну, что-то такое милое, теплое и светлое. Знаете, вот то ли окна там большие будут, то ли солнечная сторона, но прям светлая выходит. Опять же, это для мужчин и для женщин одинаково. Идет предсказание. Вам по судьбе стать собственником жилья. Опять же, это может быть как дом, так и квартира, так и дача. То есть приобрести своими собственными руками, построить по своему проекту, по своему желанию, по своей хотелке. Это вам будет дано по судьбе. Плюс я вижу, что это ваше желание, и вижу, что вы сможете этого добиться. Да? Приобрести собственное жилье, либо выкупить жилье, либо построить жилье. Это будет. С левой стороны идет. Сейчас, в данный период времени, возможно, нету даже предпосылок на это. Но левая сторона, она вот такая загадочная, да, то, что происходит неожиданно, вопреки. Будет шанс, будет возможность, и дом, дача, либо квартира у вас в собственности точно будет. Так, кстати, кому-то, возможно, и по наследству перейдет, но вам придется там что-то поменять, доработать, усовершенствовать. Вы сможете, вы такой человек, вы сможете, я за вас спокойна. Дальше идем. Здесь какой-то треугольник либо четырехугольник. Есть чувства, есть эмоции, есть вот эта тяга, да, друг к другу, магнит между двумя людьми, но есть и обязательства. Что с вашей стороны есть обязательства, что есть обязательства со стороны другого человека. Мои хорошие, это все условности. Все условности. Вам с этим человеком дается шанс, да, и как бы суждено быть вместе. Но эти условности вы должны победить сами. Вы со своей стороны, а мужчина, соответственно, со своей стороны. Или смотрят меня мужчины, женщина со своей стороны, вы мужчина со своей стороны. Все зависит от вас. Шанс на то, чтобы быть вместе, судьба вот прям сводит, да, две параллельные, они сходятся, а дальше вы уже решаете, выбираете сами. Если честно, я вижу здесь из 4 2 счастливых и 2 по сторонам вот отстранились. То есть у кого-то так и случится, что из 2 семей образуется одна, но одна счастливая, любящая, полноценная семья, а не так вот, что люди скажут, да, а кто-то осудит, а кто-то пальцем тыкнет, а у меня же дети, да. Вот этого не будет. Да, люди выбирают любовь, люди выбирают счастье, они сходятся. Опять же, это ваше дело. Здесь это вероятность, это то, что суждено. Да? Суждено, это не значит, что это будет исполнено. В левой стороне это выходит. Сможете ли вы этого добиться? Да? Сможете переступить через условности? Будете счастливыми. Не сможете? Извините, кто вам доктор? Песок показал именно конкретно так. Выбор. Идет такой вот непростой, очень сложный выбор, но его нужно будет сделать. И вот что вы себе выберете, так жизнь и сложится. Если мы говорим про треугольники, в треугольниках, если женщина хочет мужчину, она его сможет добиться. Да, звучит некрасиво, потому что все-таки мужчины должны добиваться женщин, но в данном конкретном треугольнике выходит именно такая ситуация. Мужчина, возможно, очень гиперответственный, да, там, социально обязанный, такой, знаете, добрячок, которым все помыкают и дергают. Вот, человек готов, я не знаю, быть всю жизнь несчастным, лишь бы там кто-то не обиделся на него. И тут уже дело ваших волшебных рук. Если вы хотите именно с этим человеком, если понимаете, что он ваша судьба и ваша любовь навеки вечные, тогда, девочки, добивайтесь его. Либо от него добивайтесь конкретных решений, конкретных шагов, конкретных действий. Вы можете. Запал у вас, знаете, какой ядреный. Вы и в космос можете полететь. Что там уж мужчину уговорить. Девчонки, возможность есть. Вот 100% есть. Так, идем дальше. Здесь у меня какие-то очень серьезные разногласия между людьми. И я так понимаю, что в доме, в семье. Может быть, с детьми у вас натянутые отношения. Может быть, с родителями, да, либо с другими родственниками. Что-то вот прям натянутое. Что вам суждено?
вам суждено взять на себя роль лидера. Чего вы сможете добиться? А вы можете объединить всю свою семью. Вот всех разом объединить вокруг себя. Понимаете, почему такой разброд и шатание? Да потому что лидера нет в вашей семье. Вы в такой сейчас позиции, когда вы пытаетесь всем угодить. И вашим, и нашим, и своим, и чужим, и чтобы для всех хорошее быть. А так не бывает. Понимаете, лидер таким не бывает. Лидер, он в меру жесткий, он разумный, он логичный. И лидер думает наперед. У вас есть все эти качества. Что осталось? Ну так добиться уважения, добиться того, чтобы они все вокруг вас объединились. У вас есть запал, у вас есть сила. И вообще, это ваше призвание, да? Вы и так всю семью на себе тащите. Все же от вас зависят. Вот подумайте, да, вот если бы на минутку вы пропали из их жизни, что бы было? Что бы с ними всеми было? Поэтому, мои хорошие, примеряйте свою корону, берите свой посох лидера и объединяйте всю семью. Это могут быть и дети, и родители, и там другие родственники, да, может быть, даже несколько семей вы должны объединить. Вот это вам идет по судьбе именно. Суждено этого по судьбе добиться. Так, здесь еще у меня в правой стороне добиться какого-то переезда, отъезда, возможно, даже как эмиграция идет. Но как будто бы один человек вот это все придумал и пытается осуществить. А те, кто его окружают, они либо не хотят, либо против, либо просто банально боятся. А вы вот прям чувствуете, что надо ехать, надо уезжать, надо переезжать, надо на новом месте заново строить свою жизнь. Есть какие-то сложности. Они как касаются тех, кто вас окружает, так еще каких-то документов, возможно, касаются. Либо там средств, да, не хватает на то, чтобы там банально купить билеты из точки А в точку Б. Смотрите, вижу, что вам суждено осуществить этот переезд. С правой стороны картинка вышла. Выйти в одну дверь, войти в другую дверь. Причем за вами вот паровозиком и ваши близкие, понимаете, ваши близкие идут. Опять же, вы все разные. У кого-то из девочек отыграется брак с иностранцем. Да, вышла замуж за иностранца, переехала в другую страну. У кого-то из девчонок отыграется, что вы всю свою семью в охапку взяла, да, и поехали. Поехали, например, в другой город, в другой регион, либо в другую страну переехали. Что я хочу вам сказать? У вас жизнь разделится на до и после. То есть у вас две двери. Да? С одной вы выходите, во вторую вы входите. Выходите вы из очень маленькой, тесной и даже какой-то, знаете, вот опасно колючей двери. То есть там, где вы сейчас находитесь, ну там ничего хорошего нет и не будет. Вы это видите, вы это понимаете, вы это чувствуете. Знаете, аж сердце щемит от тоски, когда вы это все понимаете. Не для себя даже понимаете, для своих детей. Смотрите на детей и думаете: Господи, какое же будущее вас тут ждет? Боже, бедные мои детки. Вот. А та дверь, в которую вы войдете в будущем, она, конечно, шикарная. Во-первых, она очень огромная. То есть это говорит о том, что большой потенциал возможностей, большой потенциал реализации. Плюс она очень светлая и очень такая, знаете, добротная. То есть, знаете, такая вот прям по-богатому сделана, из хороших материалов. И за ней свет идет. То есть это переезд в долгую, это конкретная смена места жительства. И это идет даже как смена линий судьбы. Да? На новом месте у вас начнется новая жизнь, новая судьба. Новые обстоятельства, новые перспективы. Поэтому, мои хорошие, как бы страшно не было, какие бы сейчас обстоятельства вас не окружали, знаете, как булки сжало и вперед. Если не вы, то никто. Ну, никто вас не перевезет. Вот насильно не перевезут, либо там не приедет какой-нибудь, ну, не знаю, там спасатель, перевозчик, не погрузит вас с вашим домом, с вашими пожитками и не перевезет. Вы всего должны добиться сами. С правой стороны, честно скажу, сложно будет, но при вашем-то характере, при вашей-то решительности это все возможно. Это все возможно. Хотите поменять судьбу свою и своих детей? Уезжайте. Ищите возможности. Тем более я вижу, что они есть. Пусть они скромные, но они тем не менее они есть. Вы сможете. Так, идем дальше. Здесь какая-то вражда. Вражда такая, знаете, застаревшая вражда. Застаревшая. То есть человека вы считаете врагом, соответственно, тот другой человек считает вас своим врагом. Долго вы тут бодаетесь, боретесь, силы равны.
Здесь больше, знаете, как похоже даже не на вражду, а на перетягивание каната. Кто кого. С переменным успехом. То вы, то вас. Здесь идет открытие. Тут суждено открыть глаза. И вы откроете глаза, и тот другой человек откроет глаза. Ваш конфликт, либо ваша вражда, она какая-то искусственная, искусственно созданная. Вот как будто бы есть какой-то кукловод, который вас, ну, вот так лбами столкнул, типа деритесь, да, деритесь, а я буду смотреть, наслаждаться этим зрелищем и иметь какую-то выгоду. Найдете вы этого выгодополучателя, с тем человечком вы точно помиритесь. Вы и общаться будете, и встречаться будете, и, знаете, даже помогать друг другу будете. А истинного врага, кто вас вот так столкнул, кто вот выгоду свою имел, ой, как вы с ним рассчитаетесь, ой, такую пилюлю вставите. Я вижу, что ваш этот настоящий враг, он будет скинут и повержен, да, скинут с того пьедестала, который он занял, до этого кресла, наблюдательного пункта, и повержен. Человеку и от вас достанется, и по высшей справедливости достанется. Это будет. Так, идем дальше. Что суждено? Суждено забеременеть кому-то. Суждено забеременеть. Сможете выносить и сможете родить. Я вот только не могу понять предысторию. Ну, понятно, что вы все разные, с разными ситуациями. То ли у вас какие-то диагнозы, то ли вы, может быть, даже и не для себя. Вы простите, но да, такое тоже иногда бывает. Почему-то мне женщина идет уже либо возрастная, либо после каких-то тяжелых, вот, ну, как, не знаю, лечений, испытаний вот, по здоровью. Вот знаете, как вопреки всем ожиданиям. Забеременела, родила. Вот это и вижу. Ребеночек хорошенький будет. Красивенький такой. По здоровью сразу хочу сказать. Крепенький, чтобы вы не думали. Крепенький. Он у вас как-то странно будет расти. Сначала будет маленький, да, там, меньше, чем положено по возрасту, а потом как вымахает. Либо девочка-модель, прям модель идет, вот роста такого, да, 1,80 м, там больше. Либо мальчик, прям баскетболист, да, по 2 метра ростом вымахает. Ой, сможете такое дитя чудесное родите. Вопреки, понимаете, идет именно вопреки диагнозу, вопреки возрасту, вопреки, там, не знаю, каким-то там ожиданиям, да, словам тех, кто вас окружает. Сможете, прям идет, сможете. Так, еще здесь по здоровью такая интересная тема показана. Здесь то ли операция какая-то идет. Вот суждено вам пройти какую-то операцию. Операция, сразу говорю, во благо. Во благо. Вот чего бы она ни касалась, ну, кто-то пойдет, операция там, по замене каких-то запчастей в теле, простите, да, замене органов, может быть, там, суставы, может быть, что-то будут вырезать, да, вот то, что мешает. А кто-то пойдет, например, на улучшение, да, например, там, на пластику человек может пойти, там, может быть, грудь себе захотите поставить, там, еще что-нибудь сделать. Вот, то есть и так может быть операция. Но операция это идет во благо, понимаете? Ну, если касается здоровья, то вы продлите себе годы жизни, укрепите свое здоровье, избавитесь от хворей. Если мы говорим об эстетике, ну, так шикарный, потрясающий результат идет. Просто обалденно будете выглядеть и чувствовать себя так же будете. Но вот эта операция, не знаю, то ли денег потребует от вас, да, вы сможете добиться, заработать на эту операцию. Либо, может быть, там какие-то квоты, да, и нужно будет там ждать, либо куда-то ездить, кому-то обращаться, добиваться. Кстати, у кого-то отыграется, что, возможно, вы такую сложную какую-то операцию выбьете для своего, например, близкого человека, да, тем самым спасете человека и поправите здоровье этому человеку. Что прям операция вышла. Еще с таким большим ботинком, скорее всего, куда-то нужно будет ехать, где-то ее делать, да, либо побегать по порогам, пооббивать пороги, чтобы добиться разрешения на эту операцию. Ну, с правой стороны нелегко, но будет, вот так идет. И идет во благо, чтобы вы не пугались.
Так, еще что суждено? Ну, тут прямо над человеком комета летит. Ну вот обратите внимание, да, стоит человек, и вот она комета летит с таким хвостом. Очень классный знак, знак исполнения вашей заветной мечты. Здесь идет двойной характер. С одной стороны, я вижу, что вы что-то делаете для того, чтобы ваша мечта заветная исполнилась. И вижу, что вам сверху тоже помогают. То есть, когда объединятся две силы, ваша и высшая, вы исполните свою мечту. То есть она к вам прилетит просто на комете. Как-то мгновенно все исполнится. Это как знак и обещание того, что ваша заветная мечта в вашей жизни обязательно осуществится. И главное, чтобы вы над ней работали. И все будет. Все будет прекрасно.